не верит. Ни в чем он не виноват. Просто конкурент средством массовой информации нашим белорусским СМИ. Поэтому и закрыли. Причина одна. Все знают ее прекрасно. Живем верой. Верой не то, что там в Бога, а верой в то, что вот что-то поменяется, что-то изменится, и что-то будет лучше. Вот может завтра, через месяц. Вот только это вот верой и живешь. И то, что, допустим, вот, ну, там, 10 лет, 12 лет, так можно дать 100 лет. Ну, от этого уже ничего, грубо говоря, и не меняется. Потому что тут могут дать и там 15 лет, а завтра за отмену этой самосанкции выпустить. А могут дать и 5 лет, и все 5 лет будешь это самое сидеть. Психологическое тоже у него состояние, психика тоже нарушена. Боишься, чтобы там что-нибудь с собой не сделал. Постоянно думаешь об этом. Здесь даже, наверное, и сложнее находиться, чем там. Там все они знают наперед. Подъем там, завтрак, обед, отбой, прогулка. А мы здесь как на вулкане. Ну, что у меня может быть внутри, как у мамы? Естественно, возмущение таким положением. Жалко его. Кажется, сам бы на его месте лучше оказался. Человека не посадили ни за что, можно сказать. Вот, допустим, мать, это да, одно. А как отец? Мне хочется что-то сделать, просто я не знаю, что. Хочется, чтобы уже быстрее это все и закончилось. Но не так оно все гладко и быстро это все закончится, как нам хочется. Даша писала заявление на свидание, ей разрешили. Потом захотели, я у нее попросила, чтобы она от моего имени написала заявление, ей отказали. Короче, одно свидание только можно, и все. Адвокаты под подпиской, поэтому ничего такого лишнего они сказать не могут. Я только могу узнать от адвоката, какое у него было сегодня настроение, что ему передать. Сейчас в последнее время вроде ничего. А раньше, когда вот суд только начинался, то у него вообще такое было подавленное состояние. А письма уже, наверное, месяца 2 мы не получаем. И он тоже говорит, что от нас не получает. Хотя я ему периодически стараюсь писать. Вот. Но ответов никаких нет. Я ему уже, когда вот голодовка была, я написал письмо. Ну, такое, я думаю, что, может быть, и это само повлияло, что он это сам остановился. И про Павлинку, что ей отец нужен будет в будущем, и что, какие планы, допустим, у них были, что этого может и не быть ничего. Кому легче, если от этого будет, что все будут только плакать, те, которые любят без тебя, а те, которые там, им все равно будет. Кто это? Папа. А как зовут папу? Игорь. А это кто? Да, он очень сильно переживает, потому что не видит, как его дочка растет. Вот. Но она еще не понимает ничего пока. Папа в командировке. Павлинка, где папа? В командировке? Он мне писал, чтобы мы ничего не писали про нее, потому что он переживает очень, когда начинает читать. Вот. Девочка знает то, что знают дети, которые идут в школу в 6 лет. Уже все. Знает, как кого зовут, как ее фамилия, кто дедушка, кто бабушка. Знает все геометрические фигуры, знает все цвета, умеет считать до 10. Даже буквы знает уже некоторые. Такая развитая девочка. Она сама образовывается. Ну, а смотрит всякие развивающие эти мультики, там, детские программы. Рисовать любит. Конструктор складывать, да.
А он пишет, чтобы я про нее ничего не писала, потому что, говорит, я читаю, я начинаю плакать, я расстраиваюсь, я представляю, как это все. Вот. Поэтому не пишите мне про Павлинку ничего. Если бы не эта сама семья, то все было бы это плохо, это было бы и не пережить. Но если бы один, допустим, сидел и оставался. А так друг друга это самое и поддерживаем, ну, уже и начинаешь искать себе какую-то работу, чтобы заняться чем-то, чтобы меньше и мысли какие-то это самое лезли. Собака еще тоже спасает. Возьмешь, выйдешь на улицу, вроде прогулялся, пришел уже как-то что-то. Книжки читает он, точно знаю, потому что мне писал. Что я ему писала про Короткевича, про «Дикую охоту короля Стаха». Он как раз говорит, это как-то такое не может быть, потому что как раз эту книгу я сейчас читаю. Такое вот получилось совпадение. И про «Собачье сердце» тоже что такое. Я ему писала, он говорит, я тоже недавно эту книгу прочитала. Значит, читает. Он хорошо и даже учился, не вообще ничего, и в школе, и потом и это самое в универе хорошо учился. Но если где-то, ну, как у всех там, плохая оценка, я никогда и не ругал. Ну что, сегодня такая, завтра, значит, это другая будет. Тем более, зная, ну, Игоря, он и не слезет пока, и не справит. Он психовал очень сильно, когда перед экзаменом. Ему было важно хорошо сдать, а не просто сдать. Поэтому он начинает такие психи, все, уйдите и не мешайте мне, все, начинает. Зато уже потом, когда просто даст, уже все, веселый, довольный, все. Нам просто очень много людей приходят и говорят, спасибо, что вы вырастили такого сына. Очень многие, даже незнакомые. Вот. Почему? Я знаю, что он человек самостоятельный, он бы, даже если бы я была против, он бы все равно бы меня не послушал. Вот. Никогда не вмешивалась в это все. Всегда учила его своей головой думать. Вот. У тебя своя голова на плечах, думай сам. Потому что за тебя никто не будет думать. Но человек, который не мог, не может мимо пройти, что-то там, какая-то там, ну, новость, там что-то такое, которое надо людям донести. Он школу когда заканчивал, он учился уже на этого самого. У нас в Индекс пресс, где-то на этом корреспондента, ему было этим интересно это все. Ну, естественно, заниматься. Ну, как я мог, допустим, ему сказать, нет, если тебе даже это интересно, иди вот, ну, куда-нибудь там, инженером каким-нибудь там. А если ему это не интересно, чем он будет заниматься? Должен человек, чтобы счастливым быть, должен нравиться чем ты этим занимаешься. Иначе это каторга будет, а не работа. Пока ничего не писал. Ну, не знаю, если бы он захотел президента баллотироваться, может быть, и нет. А так, чтобы какую-то пользу принести, то, я думаю, стоит. Потому что на свободе он больше пользы принесет, чем там. И здоровье сохранит, и все. Я бы написала лично. Ну, я как говорил, вера в то, что, ну, что завтра вот все поменяется. Ну, а завтра это может быть и завтра, а может быть и не. А может быть послезавтра. Ну, может быть, начнется торговля политзаключенными. Может быть. Тогда какой-то шанс есть им раньше выйти. А так как человек предполагает, а Бог располагает. Не знаю, как это.